Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. 24 женщины привлечены в Якутии к административной ответственности за занятие проституцией. Женщины в возрасте от 22 до 55 лет. 23 из них были выявлены в Якутске и одна в Алдане. В некоторых случаях женщины не пытались скрыть цели своего нахождения в квартирах и других помещениях. Оказание интимных услуг за денежное вознаграждение. Некоторые из них ранее уже были привлечены к ответственности за совершение аналогичного правонарушения. В отношении жителей Якутска возбудили уголовное дело за кражу силового кабеля. Потерпевший сообщил полицейским, что неизвестный похитил принадлежащий ему силовой кабель длиной 30 метров. Полицейские по горячим следам задержали 41-летнего безработного, у которого изъяли похищенное. Установлено, что подозреваемый, проходя мимо жилого дома, заметил обмотанный вокруг дерева силовой кабель. Совершив кражу, он скрылся. По словам подозреваемого, похищенного он собирался продать. Горожанка забыла запереть дверь квартиры и лишилась своего имущества. Женщина рассказала полицейским о краже планшета и 2 сотовых телефонов. Она пояснила полицейским, что ранним утром собиралась на работу и очень спешила. При выходе она забыла запереть входную дверь своей квартиры. Возвратившись домой с работы, потерпевшая обнаружила распахнутую входную дверь и кражу цифровой техники. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался безработный 20-летний уроженец Якутска. В ходе личного досмотра у мужчины изъято похищенное портативное зарядное устройство. Установлено, что днем подозреваемый зашел в подъезд жилого дома, где целенаправленно пытался проникнуть внутрь квартир и дергал дверные ручки. Он обнаружил, что одна из квартир не заперта, а хозяева дома отсутствуют. Большую часть похищенного он успел продать, а вырученные 3000 рублей потратил. В Екатеринбурге не утихают протесты против строительства храма на месте городского сквера. Несанкционированные акции заканчиваются массовыми задержаниями и арестами, рассказывает Алена Островская. Суд в Екатеринбурге в четверг отправил под арест свыше 20 человек, задержанных во вторник на акции против строительства церкви на месте сквера возле драматического театра. В среду вечером, по официальным данным, полиция взяла под стражу еще 33 человека. Правда, местные издания насчитали почти в 2 раза больше. Несколько тысяч активистов устроили третий митинг с требованием снять ограждение вокруг сквера и отменить строительство храма Святой Екатерины на этом месте. Почему именно здесь, задают вопрос демонстранты. Я думаю, что для этого храма есть у нас в городе достойные места, где он может вписаться, где он может улучшить городскую среду, расширить городскую среду, а не испортить ту, которая на сегодняшний момент существует. В предыдущие дни протестующие валили металлические ограждения вокруг стройплощадки и бросали их в воду. Происходили столкновения с полицией и людьми, называвшими себя защитниками храма. К среде вокруг сквера появился более прочный забор и сотрудники ОМОН. Участник акции Станислав Березин считает, что у городских властей есть 2 варианта решения проблемы. Первый – построить храм, и в этом случае, говорит Березин, дни власти сочтены. В другом случае все-таки стройку отменят, и здесь останется сквер, найдут другое место, но и в этом случае власть пошатнется. Поэтому у них сейчас такой в шахматах называется цугцванг. Какое бы решение они ни приняли, оно ухудшит их положение. Сквер, в котором планируется строить храм, одно из любимых мест многих жителей Екатеринбурга. К протестующим присоединилась и член местной общественной палаты Екатерина Петрова. Конечно, с горожанами я за сквер совершенно однозначно. Здесь не должно быть никакого строительства, и там не только храма. Вот у них, пожалуйста, через дорогу здание принадлежит УГМК, которое, почему вместо него не могут построить этот храм, если он так нужен? Почему обязательно нужно уничтожать одну из немногих зеленых территорий в городе, которая у нас есть? Поговорить с недовольными горожанами пришел настоятель храма на Крови, отец Максим Меняйло. Он пытался заверить протестующих, что власти рассмотрели разные места для возведения храма, но нигде не было достигнуто консенсуса. По словам священника, для строительства на этом месте все юридические процедуры уже были соблюдены. Убедить демонстрантов настоятелю, похоже, не удалось. Как не удалось это и губернатору Свердловской области. Евгений Куйвашов 2 часа беседовал со сторонниками и противниками возведения храма. Однако в итоге заморозить стройку власти все же отказались. Жители Екатеринбурга намерены продолжать протесты. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.